Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Независимость Республики Абхазия в свете международного права. Так называется новая книга профессора, заведующего отделом политологии и конфликтологии Абхазского института гуманитарных исследований, директора Центра стратегических исследований при президенте Вячеслава Чирикова. В аннотации к книге отмечено, что труд посвящен обсуждению различных аспектов международно-правового статуса государственности Абхазии с точки зрения теории международного права и практики международных отношений. Для доступности изложения текст в первой главе дается в виде вопросов и ответов. Во второй главе представлен очерк политической истории Абхазии с ранних этапов и вплоть до 2018 года. К работе приложены статистические материалы, юридические документы, а также государственная символика и исторические карты Абхазии. Книга адресована юристам, международникам, государствоведам, историкам, политологам, дипломатам, а также широкому кругу читателей. Для того, чтобы обсудить более подробно содержание книги, ее значение и актуальность, мы пригласили в студию ее автора, директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикова, и предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Рада вас приветствовать. И разрешите, пожалуйста, поздравить вас с выходом новой книги. Я думаю, очень важной для нас. Вы, в принципе, часто, слава богу, радуете нас книгами, да, своими трудами, но это немножечко другой, да, скажем так, другая тематика, хотя в вашем случае сложно сказать другая тематика, потому что вы сами были министром иностранных дел, и вам это все очень хорошо знакомо, и вы очень хорошо знаете, что такое абхазская государственность, но все-таки вот возвращаясь к этой книге, кстати, спасибо за подарок, я очень рада и буду пользоваться и читать. «Независимость Республики Абхазия в свете международного права». Да, вот, как вам кажется, в чем актуальность этой книги, почему вот сейчас она появилась на свет? Ну, я издал нечто похожее давно уже, на 2013 году, когда я еще в МИДе работал. В общем-то, вот еще МИД издал ее, такая, и на двух языках, на русском и английском языке, похожая тематика. Но здесь я расширил ее, и первую главу расширил по статусу Абхазии, международному статусу Абхазии. И я добавил достаточно обширный очерк политической истории Абхазии, начиная с раннего Средневековья, с 2 века нашей эры, до сегодняшнего дня. До 2018 года. То есть цельный очерк истории развития государственности Абхазии. Вот. И там еще даже в предложении у меня много документов исторические карты, где Абхазия изображена, флаги исторические Абхазии, гербы и так далее. То есть такая, в общем-то, частично аналитическая работа, частично справочная, да, для тех, кто хочет знать общие знания, общие сведения о Абхазии. Причем книга, она так же, как и здесь, на двух языках. Это ту же самую книгу я сделал параллельно английский текст, поскольку очень важно нам донести наше видение Абхазии до международного сообщества. Это возможно делать на английском языке, и сейчас я буду искать возможности издать ее также, возможно, где-нибудь на Западе издам, вот, на английском языке, в каком-нибудь университете, вот, чтобы уже как бы нашу правду донести до международного сообщества. Дело в том, что вот я, когда знакомился с литературой новой, которая вот появилась после вот издания этих книжек, да, можно сказать, что появилась по статусу Абхазии за рубежом море литературы. Ну, во-первых, в России очень много сейчас появилось, но и также в странах СНГ некоторых, но и также в США и в Европе. Огромное число работ, посвященных аспектам внешней политики Абхазии. По внешней политике 2 диссертации докторской защищены Абхазии. Можете представить себе? Это не нашими, да, это авторами, западные авторы, да. я их всех вот, цитирую, анализирую, даю оценку, магистерской диссертации. Вот. И по статусу, не по статусу Абхазии, по независимости Абхазии 2 докторские диссертации защищены сейчас. Одна в Италии, одна в Колумбии, где по полочкам, можно сказать, вот вся история грузино-абхазского конфликта разбирается, история Абхазии, а также исторические обоснования абхазского народа на независимость. И 2 диссертации, их вердикт, что Абхазия имеет все основания, полное право быть независимым государством. Это вот новые диссертации, докторские, в области международного права. Я думаю, что это прорыв, в общем-то, в какой-то степени. И таких работ появляется все больше и больше.
Мне вот интересно, во-первых, если бы вы назвали, прежде чем я пока не читала, к сожалению, вашу книгу, конечно, обязательно все это прочту, кто эти авторы, и вот есть ли у них какая-то связь Абхазии, бывали ли они здесь, вот как, на чем, понимаю, что, конечно, они в первую очередь изучают историю конфликта и саму историю, да, вот какие-то вот дипломатические вот вещи, но интересно знать, кто эти авторы, которые так интересуются. Знаете, вот, да. авторов очень много, но более 30-40 авторов. Это удивительно. Это не все, что публикуется. Я наиболее такие интересные работы анализировал. Мне нужно было сделать такой обзор того, что о чем, ну, какие темы поднимаются, что обсуждается. Вот. Существуют целые теории. Одна из теорий — это почему Абхазия достигла относительного успеха в демократизации страны. Потому что вот они считают, что на постсоветском пространстве это достаточно редкое явление. Конкурентные выборы, сменяемость власти, оппозиция приходит к власти, ее меняет другая оппозиция. Это все-таки не очень характерно для постсоветского пространства. В чем особенность Абхазии? Вот. Даже есть такая статья под заголовком «Абхазия, двоеточие, светлое пятно на постсоветском пространстве», такие даже работы есть. То есть Абхазию изучают с точки зрения вот такого вот небольшого государства, которое создало демократическая в общем, государственность, которая, в общем-то, достаточно современная с точки зрения международного права, то есть выборы, конкурентные выборы, сменяемость власти. Кроме того, подотчетность высшего, так сказать, класса страны, да, вот, элиты политической, перед народом, очень тесные связи народа с элитой. В общем, все это изучается очень подробно. Я большинство работ здесь анализирую, наиболее интересных, с кем-то спорю, вот, а кого-то привожу пример вот такого объективного подхода к ситуации в Абхазии. И если можно сказать, то, что вот, если посмотреть 20 лет назад, то были достаточно негативные отношения к Абхазии в аналитической литературе. Ну, такое достаточно, что Абхазия воспринималась как такая марионетка в руках там, России и так далее, не имеющая никакой самостоятельности, никакой самостоятельной повестки дня. Сейчас большинство работ, во-первых, говорят, что Абхазия есть государство. Это уже хорошо, не просто регион там, или какой-то осколок, да, чего-то, а это государство. Ну, де-факто называют его и другие названия. Частично признанное государство. А во-вторых, выясняется, что в Абхазии имеется своя собственная повестка, да, повестка развития страны по каким-то параметрам, которые имеют обоснование в истории Абхазии. Даже грузино-абхазский конфликт рассматривается не только как конфликт между Россией и Грузией, но также как грузино-абхазский конфликт, который имеет свою динамику и свою историю. То есть вот эти все вещи нужно было мне как-то проанализировать. Вот, и мне кажется, что такой общий обзор последней литературы, вот, он был сделан. Сейчас царит, в общем-то, более такой вот, ну, как правило, да, такой реалистический подход к Абхазии. Это государство, которое вот пытается достичь, вот, найти свое место, да, на международной арене, пытается достичь широкого признания международного, да, и что ему активно мешают. Это и США, и Евросоюз, и Грузия, естественно. Поэтому это об этом говорится во многих работах, о том, что Абхазия, если бы она не была под таким давлением США и Евросоюза, то она давно была бы уже признана государством. Вы знаете, мне стало очень интересно почитать после этого, да. Надеюсь, будет интересно. И мне кажется, что это какая-то новизна, да, тоже книги, потому что ни разу не слышала о том, чтобы делали какой-то анализ того, что вот пишут о нас, о государстве. Я считаю, нет смысла публиковать работы, если они что-то новое не содержат. Какой-то смысл все это пережевывать. Единственное, что вот о том, что я, конечно, по образованию филолог, и, конечно, это... Ну, по долгу службы, в общем-то, я был послом Абхазии долгое время в странах Западной Европы, советником президента во внешней политике, министром иностранных дел. У меня много работ, участвовал в многих конференциях с грузинскими, как сказать, участниками, с европейскими, с американскими. У меня большой опыт вот такого, знаете, анализа идей, да, и конкуренции идей. И поэтому, в общем-то, единственное, жаль в том, что у нас нет практически профессиональных международных юристов-международников. Это большое упущение, поскольку это все-таки отдельная область знания. И здесь нужно хорошо знать все законы, все законодательства международные и так далее. В частности, Абхазия является и морской страной, да, а у нас нет специалистов по морскому праву вообще. Подписываем соглашения, да, договоры подписываем, международные. Вот. Не очень понимаю, в общем-то,
все это шельф, исключительно экономическая зона. Все это вещи очень важные, очень конкретные, но их нужно знать, прежде чем как бы, вот, об этом вести переговоры и так далее. Поэтому здесь упущение у нас есть, конечно. Да, и я думаю, что, конечно, это тоже вопросы, например, к факультету международных отношений у нас в университете. И мне кажется, вот такая книга, она была бы классным, таким очень нужным, скажем так, пособием для выпускников. И я уверена, что она будет востребована. Вот у меня вопрос по тому, что я немножечко другой вопрос, но он мне тоже интересен. Я недавно видела публикацию у вас на личной странице в Facebook о том, где вы в этой публикации вы упоминали о том, что в 1997 году вы делали серию интервью, в том числе с Владиславом Григорьевичем Ардзенбо, с военачальниками, с общественными деятелями. То есть, и вот эта книга была издана, для меня это тоже, то есть я вот, например, то интервью, которое вы делали с Владиславом Григорьевичем, прочитала у вас на странице. Да. Это очень интересный вопрос, вообще как бы вот эти документальные вещи тоже интересно входят, наверное, они сюда, я так думаю, что не входят, но, может быть, будет ли переиздание, потому что вот чем дальше мы от военных событий, тем как-то вот размываются вот образ того, что было. Мне кажется, это тоже важно переиздать. Ну, если говорить об этом проекте, это я написал книгу давно уже, в 1997 году, «Грузино-Абхазская война». Она написана была для одного издательства в Великобритании, которое по Кавказу в основном публиковало книги. Вот. Но я понял, что все-таки неплохо бы, потом я остановился тем, что неплохо было добавить какие-то факты. Я стал очень много делал интервью практически со всеми участниками войны грузино-абхазской, и с лидерами, и с участниками, и с добровольцами, и с иностранцами, которые попали во время войны. У меня около 500 страниц вообще-то вот аудио, я уже распечатал сам, аудио таких, ну, распечаток с аудиофайлов, и там интервью с Владиславом Григорьевичем, конечно же, и другими нашими крупнейшими политическими деятелями. Вот, даже публикация даже этих вот интервью, это уже, как мне говорят, будет интересный исторический материал. Я планирую его сдать отдельно. То есть этого вот полного издания не было? Вообще не было, кроме вот этой вот это очень интервью. было бы, да, интересно. Кстати, многих уже нет, к сожалению, тех, кто не давали интервью. Люди уходят, неизбежно все это. И я все-таки собираюсь сделать все-таки это издание «Грузино-Абхазская война». У меня очень много материалов создано, причем я использовал очень редкие источники и очень очень много интересных интервью, которые с участниками этих событий. Поэтому, мне кажется, надо ее издать. Вот я сейчас несколько книг у меня на счету, то есть по плану. И это вот в течение 5 лет, может быть, если Бог даст, я ее закончу и издам. Да, я думаю, это будет здорово, и мы все будем... Причем на 2 языках, на русском и на английском языке. Вот это очень важно, что вы, как раз я хотела бы, вы, в принципе, предвосхитили мой вопрос, когда сказали, что написали эту книгу на 2 языках. Неизбежно, поскольку надо донести нашу правду до всего сообщества мирового, а английский язык является международным языком, поэтому это самая лучшая возможность и на интернете поместить, чтобы все это знали. Факты, детали, мнения, это все нужно, чтобы все знали. Да, и есть ли электронная версия у книги, будет ли... Вот интересно, какой она все-таки вызовет отклик. Но я думаю, что можно будет поместить ее на электронном ресурсе, в ССИ мы поместим, в Абеги также. Я думаю, что и на Абснетеке тоже. Вот, поскольку вот я эти книги вот помещены на интернете, у меня и огромное число просмотров. И, кстати, вот та диссертация, которую я говорил, в Италии была издана, по многому часто ссылается на вот эту книгу на английском языке. Поэтому здесь как бы все это не пропадает зря. Это все это необходимо для того, чтобы вот как бы наше видение Абхазии, ее государственности проецировать во внешнее пространство. А еще мне интересно узнать у вас, как у заведующего отдела политологии и конфликтологии Абеги, насколько интересна вообще эта тема государственности молодым ученым. Вот есть те, которые... Да, очень. Вот я преподаю также в международных отношениях. Прекрасные студенты, кстати, я просто вот восхищаюсь их образованностью и кругозором, и знанием языков, и вообще таким общим подходом к современности. Вот. И большой интерес. Но у меня аспирантка, вот, прекрасный исследователь Саида Возба, защитила диссертацию по сравнительному анализу конфликта в Абхазии, в Северной Ирландии. Вот сейчас у меня аспирантка пишет работу о Валерии Цкуа по анализу, также сравнительному анализу
кейс Абхазии и Косово. Очень похожие Очень ситуации, интересно, они да. связаны во многом, да, судьбой, можно сказать, так получилось. И поэтому тоже это будет, мне кажется, интересно. Ну и дипломники тоже работу очень интересно пишут, так что интерес большой к этой теме. Это очень радостно слышать. Большое спасибо вам, Вячеслав Андреевич, что пришли и ответили Спасибо на за наш вопрос. приглашение. К другим темам. Одним из самых значительных моментов прошлой недели стала встреча турецкого и украинского президентов во Львове при посредничестве генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Встреча во Львове между президентами Украины и Турции при участии генсека ООН не дала ответов на главные вопросы повестки. Скорее, породила новые, пишет издание «Эхо Кавказа». Анкара на стороне Украины, но разрывать отношения с Россией не собирается. Так, если коротко, можно охарактеризовать позицию президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, съездившего во Львов, чтобы переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем в формате трехстороннем с участием генсека ООН Антонио Гутерриша обсудить мировой продовольственный кризис и угрозу ядерной катастрофы в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. На итоговой пресс-конференции Эрдоган, в частности, заявил, несмотря на то, что Турция приложила усилия, чтобы положить конец конфликту дипломатическим путем, мы также поддержали наших украинских друзей и продолжаем это делать. Мы пообещали господину Зеленскому, что окажем необходимую поддержку для восстановления Украины, как мы это делали до сих пор. В центре внимания трехсторонней встречи, которую мы провели с участием генерального секретаря ООН господина Гутерриша, также были обсуждены возможные пути прекращения конфликта. Мы также оценили возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбульским соглашением в прочный мир, заявил Эрдоган. Участники встречи во Львове не могли обойти вниманием угрозу ядерной безопасности всего региона. Реджеп Таип Эрдоган, в частности, подчеркнул недопустимость повторения трагедии, подобной аварии в Чернобыле. На том, что такая опасность существует, настаивают и Москва, и Киев. При этом стороны кардинально расходятся в оценках источника угрозы. Если российская сторона обвиняет украинскую в обстрелах АЭС, то Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает, что обладает новой информацией о возможной подготовке террористического акта на территории станции. В свою очередь, генсек ООН Антонио Гутерриш выразил особую обеспокоенность ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Мы должны сказать, как есть, любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС – это самоубийство, отметил он. По следам этой встречи довольно интересное обсуждение произошло на радио Либерти между ведущей эфира Еленой Рыковцевой, украинским экспертом Александром Харебиным и азербайджанским экспертом Тафиком Аббасовым. В частности, украинский эксперт отметил, да, в Украине ожидали и ожидают, что Путин первым заговорит о необходимости переговоров с Украиной, о необходимости выхода Российской Федерации из этой войны с минимальными для нее последствиями, отмечает Харебин и продолжает. Да, в Украине ожидается, что именно Эрдоган станет тем переговорщиком, посредником, который играет сейчас роль в зерновом коридоре, в формировании экспортного потенциала для Украины. Эрдоган, который формирует поставки в Россию санкционных товаров, как раз является удобным для всех сторон в этой войне России и Украины. Человеком, будучи региональным лидером крупного государства, он вполне претендует на статус удобного для всех партнеров. Поэтому не исключено, что разговор об этом был, отмечает эксперт. Но гораздо более интересно то, как азербайджанский эксперт Тафик Аббасов оценил так называемую посредническую позицию Анкары. Цитата. «Мне кажется, что в данном случае Эрдоган больше всех ценит себя и преследует цель реализации интересов собственной страны. Анкара всегда оставила своей целью построение взвешенных, внятных отношений и с Москвой, и с Киевом. Во-первых, Турция не желает терять свои рынки, и российский рынок для Турции очень важен, и украинский важен. С другой стороны, Турция берет на себя очень почетную посредническую миссию для того, чтобы не дать разрастись вакууму. Пространство не терпит пустоты, и раз происходит такой жесточайший вязкий кризис, значит, должна сказать свое слово деликатная дипломатия, утверждает эксперт. В этом отношении мы видим, насколько генсек ООН Гутерриш связывает большие надежды именно с Турцией и с миссией лично Эрдогана. Для того, чтобы немножко умерить напряженность, снизить градус этого жесточайшего противостояния, наконец разрулить обстановку вокруг
Запорожской атомной электростанции, а с другой стороны нащупать пути для того, чтобы соединить за одним столом противоборствующие стороны, состыковать их лидеров, создать необходимые предпосылки для того, чтобы не прервался диалог. Там есть прорыв в зерновом вопросе. Если удастся отогнать черные тучи с Запорожской АЭС, то, мне кажется, начнутся первые шаги, которые впоследствии могут стать более уверенными, считает эксперт из Баку. Также в ходе данного эфира была проанализирована недавняя встреча Эрдогана и Путина в Сочи. Цитата: «Не будем забывать, что война между Украиной и Россией очень ощутимо бьет по мировой системе. По экономическим показателям растут цены на энергоносители, на сырьевые ресурсы, происходят болезненные скачки на фондовых биржах, на финансовых рынках и так далее. Это не только война двух стран, это еще глобальный конфликт, который раздает шоки на все четыре стороны. Поэтому это еще и в интересах сопредельных государств, чтобы Россия и Турция совместно с Украиной смогли бы договориться. Уже понятно, что окончательного военного решения этого конфликта нет и не предвидится, считают эксперты, поэтому должна сыграть свою роль искусная дипломатия». Конец цитаты. Пожалуй, на этой позитивной ноте, где, наконец, некие дипломатические надежды выходят на первый план в противовес вестям с полей битвы, мы и завершим этот эфир. Но будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.